Здравствуйте, на «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев, и вместе со мной в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Мы начали цикл программ, посвященный образованию и становлению Башкирской республики. И в прошлой программе мы разобрали некие предпосылки, которые возникли у разных народов Поволжья и подошли к началу, по сути, 20 века. И сегодня поговорим уже непосредственно о башкирской национальной идее, что предшествовало тому, что 100 лет назад появилась Башкирская АССР. Да, в прошлой программе мы затронули вопрос формирования национальных проектов. Как уже было сказано, сформировался тюрко-татарский национальный проект, который предполагал исключить не только мусульман Поволжья, но и другие мусульманские народности Российской империи. И тогда в конце 19-го, начале 20 века начал формироваться также башкирский национальный проект, когда в конце 19 века или во второй половине 19 века у народов России пробуждается национальное самосознание. Вот у башкиров то же самое. Они стали уже себя мыслить не как часть некой мусульманской уммы или тюркского какого-то сообщества, стали мыслить себя уже как отдельная единица. Вот эти процессы, кстати, они очень хорошо фиксируются в прессе того времени, в работах того времени. Допустим, Гарифулла Кииков, вот был такой просветитель, сын известного башкирского поэта, суфи, богослова середины 19 века, Гали Чукрый, как его называют. Вот его сын Гарифулла Киик в конце 19 века так и писал. Все свои писания он называл тач башхорча, то есть чисто по-башкирски он называл. Уже фактически появилось представление, что вот та письменность тюрки, она же была общая письменность за все, она стала атрибутироваться этой интеллигенцией башкирской, как именно башкирская письменность. В то же время казанские мусульмане эту же самую письменность стали называть ее татарча. Уже люди начали одну и ту же письменность, фактически тюрки, называть как бы на свой лад. Одни называли ее башкирской, а другие называли ее татарской. То есть о чем это говорит? Сформировалось фактически вот это национальное самосознание, такое раздельное, что стало маркерами башкирского национального проекта. Ведь всегда все национальные проекты зиждятся на каких-то национальных мифах. Национальный миф — это не есть там что-то такое дурное, там, или как вот сразу, не несет негативной коннотации. Миф, национальный, тем более миф, это вот некие стереотипные такие сюжеты, которые являются основой национального мировоззрения. У русских Москва, Третий Рим, у англичан там еще что-то. Например, мы нации мореходов там или что-то вроде этого. То у башкир уже стали свои национальные мифологемы формировать. Башкир как народа-борца, который 200 лет поднимал восстание и так далее, что вот такой народ служилый, свободный, независимый и так далее. И вот когда все вот эти представления, уже можно сказать, к началу 20 века оформились, в России ключевую роль во всем этом сыграл в оформлении. Идеи они существовали, но они не могли оформиться пока в какое-то реальное движение, осязаемое. И в этом отношении триггером стала как раз русская революция 1905 года. Тогда все пробудилось. Ну, эту революцию, как известно, подготовили не большевики, не еще кто-то, а подготовили эсеры и кадеты. Даже, можно сказать, большая роль была кадетов. Началось революционное движение, и вот, как известно, 17 октября 1905 года знаменитый манифест Николая II, который положил начало конституционной реформе, объявляли всяческие свободы. Потом возникла Государственная Дума. И тогда же в 1905 году возникает первая мусульманская партия, общемусульманская. Она включала все народы Российской империи, и туркестанцев, и азербайджанцев, и башкиры, и татар, и так далее. Возникает партия Иттифак аль-Муслимин, союз мусульман. Можно сказать, с этого момента и фактически вот эти национальные движения, они получили уже реальное оформление. Партия эта Иттифак аль-Муслимин была на кадетской платформе. Они, как кадеты, кто это? Это конституционные демократы, которые выступали за либеральные ценности, но при этом за сохранение монархии. Такая конституционная монархия, одним словом, хотели там из России сделать Англию. Такую же ограниченную монархию, ну и со всеми свободами и так далее. Незыблемость частной собственности. А в национальном вопросе культурно-национальная автономия для народов в рамках неделимой России. В 1906 году состоялись выборы в Первую Государственную Думу. И вот из этих мусульманских депутатов, многие из которых представляли именно вот эту Иттифак аль-Муслимин, была сформирована мусульманская фракция Государственной Думы. Уже, так скажем, началась вот такая парламентская обкатка, закалка вот этих бойцов политического фронта в этих дебатах. И вот, кстати, от Башкирии, можно сказать, от Уфимской губернии один из депутатов был Шах Айдар Сыртланов, известный башкирский дворянин Белебеевского уезда. Он жил в деревне Шланлыкуль Буздякского нынешнего района. Он известный был огромный вотчинник, у него были огромные земельные владения. Он был офицером, служил. Его сын тоже был офицером, Али Аскар Сыртланов. Что касается отца, вот в то время, поскольку он был дворянин, предводитель дворянства какое-то время, и вот у него любимый это был конек в Государственной Думе, это вот защита башкирских земель. Каждое свое выступление он начинал: расхищаются башкирские земли. Даже в Госдуме к нему прилепилось прозвище «Башкирская земля». Когда он заходил, и там все депутаты: вон башкирская земля,
башкирская земля идет. Но, как известно, весь этот парламентаризм, он потерпел поражение. Мы знаем, что все эти думы практически все, они распускались, поскольку самодержавие не было готово, в общем-то, к реальной демократии. То есть они решили фикцию какую-то, декорацию там своять. Ну, пусть, типа, поболтают ребятки. Там мы там все равно будем свою линию гнуть. Но в итоге, чем это кончился, мы знаем. Царизм до конца все тянул. Вместо того, чтобы идти на опережение, они все на торможение работали. В итоге все были неудовлетворены, и революция не то, что не была остановлена, а наоборот, на всех парах шла вперед. И произошла февральская революция, как известно. Тоже участие большевиков в событиях февральской революции мы не видим. Тоже там были эсеры, кадеты, другие партии в свержении монархии. Но после февральской революции 1917 года, как мы видим, знаем, началось просто бурление по всей России. Самые активные политические полгода. Было сформировано временное правительство, которое временно, почему оно называется? Оно должно было работать до созыва учредительного собрания, на котором должно было собраться, в общем-то, представители всех народов, всех фракций, всех партий, всех политических сил и выработать дальнейший путь развития России. А до этого временное правительство должно было работать. И вот этот период временного от февраля, когда вот временное правительство до конца, в России был, наверное, самым либеральным периодом в истории России. То есть была свобода полная. Полиция практически отсутствовала. То, что хочет, то в лес, кто по дрова. И мусульмане тоже не отставали от этих тенденций, от этой внезапно свалившейся свободы. И 1 мая 1917 года в Уфе был созван первый Всероссийский съезд мусульман. На этом съезде как раз вот и со всей очевидностью наконец-то проявились все разногласия внутри до этого внешнего единого мусульманского движения. То есть собраться собрались, но начали высказывать свои точки зрения. Потому что до этого мусульманская фракция все это скрашивалось, и вроде внешне казалось, что все они одинаковые, примерно права одни и те же. И вот на съезде обозначился раскол, поскольку всем стало ясно, что уже конституционная монархия российская, которую до этого провозглашалась, ее уже нету, этой монархии. И всем было ясно, что будет Российская Республика. Кстати, временное правительство, оно же провозгласило Российскую Республику. Тоже вот этот факт упускается. Она фактически была провозглашена. И вопрос стал, что с этой Российской Республикой делать, как она будет выглядеть. Естественно, вопрос о том, какой она должна быть. Федеративной или не федеративной. Унитарной, но, в общем-то, с культурной национальной автономией. Муллаян Халиков, будущий член башкирского правительства, ну тогда, кстати, он никому еще неизвестный человек, что писал уже много позднее. На первом мусульманском съезде в мае 1917 года башкиры выступили как сторонники территориальной автономии, территориального самоопределения, в отличие от татар, которые являлись руководителями мусульманского движения в тогдашний период и требовали лишь культурно-национальной автономии. Вот тогда все это и обозначилось. И, кстати, платформу сторонников культурно-национальной территориальной автономии или унитаристов, как их называли, тогда озвучил мусульманин из Осетии. Осетины, они большая часть христиане, но небольшая часть, вот дегорцы, они мусульмане. Один из мусульман-дегорцев, который участвовал в мусульманском движении, и причем он хорошо так сошелся с казанской буржуазией и стал фактически рупором. Его звали Ахмедбек Цаликов, и вот он на этом съезде буквально озвучил следующее. Федеративное устройство может затормозить экономическое и культурное развитие страны. Расчленение России на отдельной автономии не разрешит национальную проблему мусульманских народов. И самое главное, территориальная автономия – тормоз в развитии торгово-промышленной деятельности поволжских мусульман. То есть, фактически он был рупором казанской буржуазии, в своих тезисах отразил нежелательность федеративного устройства. Но раскол уже намечался. Нет, он уже зачем он произошел. Но в итоге никто их не послушал. И большинством голосов на съезде победили сторонники национально-территориальной автономии. Это кто? Это, во-первых, самый многочисленный, наверное, делегат азербайджанцы, туркестанцы, башкиры и так далее проголосовали за территориальную автономию. Там было распределение голосов за территориальную автономию 446 голосов и против 271. И вот там Ахмед Заки Валиди, кстати, который тогда в это время он работал в Питере, поскольку человек такой, он, видимо, проявлял склонность к политической деятельности. Он был помощником депутата Кутлу Мухаммеда Тевкелева в Госдуме. Он уже до начала этого движения проявил себя, во-первых, как историк. К тому времени у него была издана книга «История тюрков и татар». И он уже себя проявил на ниве парламентской работы. То есть он уже представлял, что такое парламент, что такое Госдума, работая помощником депутата в Петербурге. Ахмед Заки Валиди, который тоже участвовал в этом съезде, он вспоминал потом, вот что он писал. Попытка казанских татар ограничить работу Всероссийского съезда рассмотрением проблем религии и просвещения, вопросов о муфтиях и шейхуль-исламах, все это побудило башкир принять решение о созыве своего Курултая в Оренбурге, чтобы обсудить вопрос о земле и национальной автономии. Таким образом, по окончанию первого мусульманского съезда башкирские депутаты решили
собрать свой Курултай уже конкретно, а для того, чтобы собрать свой Курултай, нужен же был какой-то создать орган. И вот после этого съезда было создано бюро башкирского народа, куда вошел Ахмед Заки Валиди и другие деятели, которые должны были заняться вот этой организацией. Они все это дело занимались. Вот в мае прошел первый мусульманский съезд, и, наконец, 20 июля того же 1917 года, и через 2,5 месяца в Оренбурге собирается первый Курултай башкирского народа, на котором был уже избран руководящий орган башкирского национального движения, который назывался Башкирское центральное шуро. Шуро – это вот персидское прочтение слова, шуро, слово это арабское, по-арабски шура, женского рода, а вот раз здесь по-персидски шуро, у нас почему-то оно всегда среднего рода, башкирское центральное шуро, хотя должна быть башкирская центральная шура. И, в общем, в это шуро вошло 6 человек: Шариф Манатов, Гариф Ильдархан Мутины, Харис Юмагулов, Сагит Мрясов, Усман Куватов. Фактически из этих 6 человек нету ни одного выходца с территории современной республики Башкортостан. То есть все это какие-то заграничные башкиры. Заграничные в нынешнем понимании. Ну да, в нынешнем понимании. То есть они жили, понятно, на территории исторической Башкирии, но не на территории, очерченной границами современной республики Башкортостан. Шариф Манатов, он из деревни Тангрыкулова, это Альменийский район Курганской области. Гариф Ильдархан Мутины, 2 брата, это деревня Токталачук, это сейчас Актанышский район Татарстана. Харис Юмагулов, это деревня Эмилеева Самарской области. Сагит Мрясов, деревня Мрясова, тоже один из районов Оренбургской области. И вот только один Усман Куватов с территории нашей республики. Вот, Ахмед Заки Валиди не вошел в Центральное шуро. Он, кстати, выдвигался на мусульманский съезд от туркестанцев, как представитель туркестанцев. Он был очень сильно с ними связан во время своих этнографических путешествий, изысканий в Туркестан. Оттуда выдвигался, и вот он как раз в это время курсировал между Ташкентом и Петербургом, занял был больше делами туркестанцев, поэтому он не вошел в состав башкирского шуро первого состава. Далее второй всебашкирский Курултай буквально через месяц. Был второй башкирский Курултай, представляете? В августе уже. Да, уже 25 августа был создан второй башкирский Курултай. Это, видимо, было связано с тем, что в это время в городе Уфе проходил съезд национального управления тюрко-татар. С тех пор, после первого мусульманского съезда, там тоже определенная эволюция произошла в их движении. Вот было создано национальное управление тюрко-татар. Они тоже уже стали склоняться к идее территориальной автономии, потому что они уже видели, процесс не остановить. И, значит, уже начали делать вот этот проект создания автономии тюрко-татар, куда тоже они хотели включить и Башкирию. Там разные были проекты из 2 штатов, чтобы состоял Казанский штат, штат Идель-Урал, вот Казанская часть и Уфимская часть. Столицу они хотели провозгласить Уфу. Но планировать они планировали, но дело в том, что уже башкиры не были согласны на организацию двуединого штата. И вот когда в Уфе они собрали свой съезд тюрко-татар, и вот тогда, видимо, башкиры буквально через месяц после первого Курултая также в Уфе собрали второй башкирский Курултай. И вот они, кстати, начали ходить друг к другу, посещать съезды. Тогда, кстати, деятели тюрко-татарской автономии, вот, например, тот же там Хади Атласов, все-таки они не оставляли последних судорожных попыток перетащить на свою сторону башкир. Вот, например, Хади Атласов пришел и вот говорил: хотя я и мишар, но самым любимым моим племенем являются башкиры. Однако получение автономии лишь башкирами невозможно. Верно, Башкортостан сегодня больше и Германии, и Австрии. Однако для того, чтобы иметь нации автономии, ей необходимо в отношении и численности, и прогресса быть развитой нацией. Вас же нельзя назвать развитой нацией. И так далее. Как бы апеллировал в ваш удельный вес. Тут мало и так далее. И там. Потом другой там деятель пришел на съезд и то же самое. И он в открытую начал говорить: благодаря нашему татаризму мы достигли таких успехов. Давайте, дескать, и вы под эту марку, под эту франшизу, под этот лейбл заходите. Под лейбл вот этого, так, в кавычках, татаризма. Но вот эти уговоры, они не сыграли, не оказали никакого впечатления, потому что уже, в принципе, все было решено. Собрать третий уже съезд, учредительный Курултай. Но, понимаете, там вот какая ситуация неопределенности была. Вот она как бы подвисла, и просто все ждали, что будет. На этом же фоне происходили события. Потому что все ждали, начали готовиться к созыву учредительного собрания. Собственно, все вот эти съезды, башкирские и тюрко-татарские, на самом деле это была подготовка к учредительному собранию, на которое они должны были прийти и заявить, что вот мы хотим учредить то-то и то-то. Но вся эта ситуация была перечеркнута большевистским переворотом, который произошел 25 октября 1917 года. До созыва учредительного собрания большевики понимали, что если вот они не сделают свой переворот до
созыва учредительного собрания, то, в общем-то, их дело табак. Ничего они не смогут, и инициатива уйдет из их рук и перейдет другим парламентским партиям и так далее. И поэтому произошел большевистский переворот. 25 октября произошел переворот. 11 ноября, через 17 дней, Башкирское ШУРО, Башкирский областной совет, издает фарман номер 1. Вот они 16 дней, видимо, думали, как быть, там, как делать. Информация доходила тоже не день. Но все равно там телеграф-то работал. Буквально через день они по-любому уже все знали. И просто, видимо, вот они были в такой растерянности находились. А что делать? Что делать? В общем-то, непонятно. И в итоге решили издать вот этот знаменитый фарман номер 1. Фарман — это персидское слово, означает приказ. По-башкирски фарман, по-турецки фирман. В нем были вот такие слова. В связи с тем, что 25 октября 1917 года Временное правительство России свергнуто партией большевиков, в России началась междоусобная война. Фактически гражданская война, они имели в виду просто неадекватный перевод. Мы не большевики и не меньшевики, мы просто башкиры. Поэтому в дальнейшем башкирский народ и башкирские войска, они заявляют о башкирских войсках, которых еще нету, но уже предполагалось их формировать, а также стоящий во главе их всех Башкирский Центральный Совет в этих невероятных событиях последнего времени должны объединиться и действовать в союзе с теми национальностями, которые ставят своей целью осуществление территориальной автономии и состоят членами Юго-Восточного Союза свободных национальностей. Там такой был эфемерный союз возник, юго-восточных национальностей, туда входили туркестанцы, казаки, донские, уральские, башкиры и так далее. Вот так было решено. Пока суть до дела, продолжались вот эти выборы в учредительное собрание. Кстати, результаты какие были? По выборам в учредительное собрание победили эсеры, набравшие 40% голосов в учредительном собрании. Тогда как большевики получили лишь 24%. Понимаете, большевики увидели, ага, значит, все, у нас там перевеса нету. После этого стало ясно, что судьба учредительного собрания, она такая будет плачевная и ни к чему это не приведет. В итоге 15 ноября 1917 года, через 4 дня, буквально на следующий день, после того, как закончились выборы в учредительное собрание, и буквально в этот же день, 15 ноября, атаман Дутов, который прекрасно понимал, что вот этот расклад выборов в учредительное собрание нисколько не устроит большевиков, захватил в Оренбурге власть, выбил оттуда отряд Красной гвардии, и буквально вот в этот день Дутовского переворота в Оренбурге Башкирский совет издает фирман номер 2, который провозгласил автономию Башкортостана. Автономия была провозглашена 15 ноября 1917 года. Вот она, первая дата. То есть это, видите, когда, чтобы логика была понятна. Большевики, это не сами они, башкиры, они хотели дождаться учредительного собрания, чтобы парламентскими методами все по-человечески сделать. Большевистский переворот, а потом переворот уже в Оренбурге, осуществленный казаками Дутова, вынудил их издать фарман номер 2. Вот что там было написано. Башкирский областной совет объявляет территорию Оренбургской, Уфимской, Самарской и Пермской губернии всего 15 ноября автономной частью Российской Республики и приступает к фактическому осуществлению автономного управления Башкирией. В тот же день они встретились с атаманом Дутовым. Газета «Башкорт», что писала в то время, в тот день. Шариф Манатов и Ахмед Заки Валидов побывали у атамана Дутова. Казачий атаман высказался о своем желательном отношении к созданию автономного Башкортостана и публично объявил перед своим штабом об этом. А что писал Эдвард Карр, сотрудник МИД Великобритании, профессор Оксфордского и Кембриджского университетов? После того, как в Петербурге свершилась Октябрьская революция, Башкирский совет провозгласил себя автономным национально-башкирским правительством, осудил большевиков и заявил, что он не принимает автономии от советов. Башкирский совет переехал в Оренбург, где вошел в союз с казачьим атаманом Дутовым и провозгласил Башкирскую автономную республику. Что он имел в виду под словами, что башкирское правительство не принимает автономию из рук советов? Ну, то есть мы сами организуем? Нет, то есть, а что, большевики предлагали, что ли? Да, дело в том, что уже следуя за уже убегающим паровозом, большевики 2 ноября, буквально там через несколько дней после своего переворота, объявили декларацию прав эксплуатируемого и так далее народа, в котором провозгласили право нации на самоопределение. Но вот относительно всех заявлений большевиков никто не заблуждался. Все понимали, что прекрасно они знали, кто такие большевики уже к тому времени, что это вот партия, которая на синем глазу может что угодно соврать и завтра сделать совершенно противоположное. И поэтому уже в фармане номер 1 также и было сказано, большевистское правительство в своей декларации от 2 ноября официально объявило само, что каждая нация имеет право на самоопределение. Различные национальности, конечно же, не по объявлению большевиков
большевиков, а по своей действительной потребности и начали создавать свои территориальные автономии. Украина, Бессарабия, казачье население, горские, дагестанские мусульмане и даже мелкие народности, как калмыки и нагаи, уже захватили свои дела в собственные руки и твердо вступили на путь охраны своей жизни собственными силами. Таким образом, все мосты были фактически, еще не сожжены до конца, но уже башкирское правительство явственно показало, на чьей стороне оно будет, объявив автономию и войдя в союз с атаманом Дутовым, который, кстати, не надо его изображать каким-то таким махровым черносотенцем, абсолютно ложь какая-то. Он не был и не выступал, собственно, и не был монархистом. Все они уже понимали, что монархия своя отжила уже за демократическую и так далее республику. Атаман Дутов. Была ли ответная реакция какая-то от большевиков после вот этого провозглашения? Нет, потому что им, во-первых, абсолютно не до этого, они были там заняты своими вопросами. На местах, да, большевики, которые были выбиты из Оренбурга, они отступили, но они ничего не забыли, потому что на местах у них были свои сильные вожди, даже братья Кадамцевы, да, здесь в Уфе, известные боевики. Они начали это формировать по всему Южному Уралу из бывших отрядов БНВ, боевой отряд народного вооружения, отряды Красной гвардии. Отличные боевики, которые зарекомендовали себя еще до революции в знаменитых эксах, нападениях на поезда почтовые, знаменитый Демский экс, когда они бомбанули 500 тысяч рублей, взяли вот этот поезд почтовый, и потом на эти деньги Ленин провел лондонский съезд партии и там безбедно проживал в эмиграции в Швейцарии и так далее. То есть это были закаленные бойцы, которые начали в ответ на дутовскую, как они называли, авантюру, формировать отряды гвардии, и фактически, можно сказать, в конце 17 года в Оренбургской губернии тогда еще началась фактически гражданская война. В этой ситуации 8 декабря по новому стилю, по старому стилю, там это чуть позднее, в Оренбурге собрался третий учредительный курултай башкирского народа, который утвердил вот эту провозглашенную автономию. Был создан предпарламент. Предпарламент, его цель какая была? Поскольку тогда мыслилось именно как парламентская республика, предпарламент, то есть как бы недопарламент, он должен был организовать уже башкирское правительство там, и другие органы власти. И вот в предпарламент уже вошел и уже Ахмед Заки Валиди и так далее, и другие деятели башкирского национального движения. Ну что ж, и более подробно о дальнейшем развитии событий мы будем уже обсуждать с Салаватом Хамидуллиным в следующей нашей программе. Сейчас я благодарю всех тех, кто был сегодня с нами, и до свидания. До свидания.